Алдана, когда выезжаешь, вот эти места, конечно, красивые тоже. Есть на что посмотреть. Минус 31. Кто-то говорил, что во Френче холодно. Я бы не сказал. У меня даже форточка чуть приоткрыта, видите? 5 миллиметров. Окошко. Вот так вот. Автомамка выключена, между прочим. Фонарь не работает сейчас. Ребятки, лезем на Тита с обратной его стороны, со стороны Алдана. Он здесь более пологий, так скажем. Но недооценивать тоже нельзя. Особенно в снегопад. А вот с этого места, как говорится, поподробнее. Алданский район заканчивается. Начинается Нерюнгринский район. И здесь начинается, грубо говоря, вершина Тита с этой стороны. Вот его-то я не могу вам не показать. Не могу, ребята. Все что угодно, только не это. Тит должен быть увиден. Тем более хорошая погодка. Сейчас посмотрим. Просторы, широты, друзья. Смотрите, какая глобальная, величественная, можно сказать, ситуация сейчас возникает. Вот так вот. Тит. Что-то там дядя Федя стоит. Френчик не поднялся. Не поднялся. Это просто нонсенс. Даже по встречке не поднялся. Ну вот, пожалуйста. Имейте в виду, друзья, вот в этом месте недооценивать нельзя. Здесь начинается мощнейшая нагрузка. И вот только на повороте, вот в этом месте, начинает отпускать. Ладно, потихонечку спускаемся. Спущаемся. Я пойду по вот этой полосе, пускай парень едет где хочет. В принципе, он делал все правильно. По встречке, все как надо. Но что-то пошло не так. Так что Тит, друзья, глобальный, величественный. Большой Хатыми. А сейчас тормознусь, проверю, ступится. Вот это колесо парит. И вот такая вот хрень тут вытекла. Я думал, блин, что это такое? Масло, что ли? Не знаю. Ступица не горячая. Шипит какая-то трубка, да? Сильно шипит. Это трубка, барабан нормально. Откуда, что, не ясно. Видите, потеки. Скорее всего, отсюда нагревается потихоньку. Ну, не горячая. Ребятки, воздух перестало качать. Качает, но очень плохо. Я сейчас залью эту жидкость, откручу патрубок и залью туда жидкости. На Хатыми сейчас задом сдам. Ребят, смотрите. Антифриз для пневмотормозов. Противоводок кристаллизационная жидкость И. Предотвращает замерзание топлива. Поняли?
антифриз для тормозов. Видели, как он действует? Теперь, ребятки, жидкость И. Вот для тормозов, видите? Видите, разъедается. Сейчас залью в трубки вот эту хрень, которая для топлива. Сюда залью сейчас. Ребят, залил. Вот так его приподнял, туда налил. Ну сколько? Вот сколько налил, видите? Вот, руки, правда, пообливал. Но вот сейчас руки начинают мерзнуть офигенно. Вот, в следующий раз. Сейчас попробуем, посмотрим на результат. Что у нас будет. Заведу. Я трубку уже закрутил. Заведу сейчас. И проверим. Если не получится, я сюда ее залью. Здесь она туда уйдет. Чтобы продавило по системе. Посмотрим результат, ребята. Заводим. Смотрим. Так, давайте дверь я закрою. На улице все-таки не май месяц. Качиваться начало, но не столь существенно. Сейчас пойду прогрею кое-что. Вот эту трубку. Значит, ребят, тормоза прокачались, ну в смысле воздух. Теперь смотрим еще раз. У меня сзади где-то уходит. Сильно уходит воздух с телеги. Сейчас пойду там смотреть. Тормоза накачиваются, да, потихонечку. Накачиваются. Там надо, чтобы еще раз пшикнуло. А то там такая пшикнула дрянь. Сейчас вам покажу. Сейчас надо разобраться, где на телеге воздух какой сильный. Машину, видите? Воздух сейчас пшикнет. Слышали? Пшикнуло. Итак, ребят, ну что, на улице сколько сейчас? Посмотрим. Температурка у нас минус 25. Ну, это от мотора может. Ну, короче, не так уж и холодно, никто еще от этого не умирал. Все, у меня тормоза работают, трубку закрутил. Что еще нужно в жизни для человека? Ничего, только дальше ехать и все. Поехали. Сзади, короче, трубка открутилась. Она жесткая, капец. Я думаю, что она либо ее потом обломает, либо она опять открутится. Очень жесткая трубка. Вроде резиновая, но она почти не гнется. Сейчас тем более на морозе. Из-за этого, наверное, ее и открутила. Поехать не получается. На тягаче тормоза примерзли. Отстучало, ребятки. Ой, блин, ходил в тапочках. Жизнь движения, друзья. Только остановился, все. Блин, одно колесо не оттормозилось. Да что ты будешь делать? Одно заднее, среднее на телеге. Левое. Значит, друзья, дело было дальше так. Я поехал дальше, доехал до Нерюнгри. Остановился возле заправки на дороге. Подходит ко мне человек, на вид непонятный. Я сначала подумал, что какой-то бомж. Думал, денег будет просить. Подошел человек и говорит, весь трясется, без перчаток, руки засунул в рукава, весь замерзший, ну просто засманевший. На улице по 30-ку. Вот, и говорит, он еще не русский. Значит, ну я понял, говорит по-русски нормально. Дружище, там выручи и так далее, что типа стоит на дороге, машина кончилась, солярка. Вот, и, значит, есть канистра, то есть солярку набрать. Я говорю, нет канистры. Ну, в общем, договорились о том, что зальем мой колымбак, потому что у меня колымбак был уже пустой. И доедем до его машины, перельем. В итоге он сел ко мне, все залили, поехали. И смотрите, ребята, что было дальше. В общем, ситуация такая. Человек попал в беду. На дороге машина солярки кончилась. Помогать чем было. У дяденьки кончилась солярка. Значит, дальше. Я ему сейчас дам ведро. Вот это. Он будет переливать солярку. Потому что он на попутке приехал в Нерюнгри. Мы заправили мой колымбак. И сейчас его надо с колымбака ему выкачать. Короче, свое топливо. Ребят, какой там номер у него? 14? Написано 14.
Но сам он говорит, что приехал с запада. Вот эта машина. Откуда? С Новосибирска, говорит, еду. Машина-то регион 14 местный. Короче. Я не знаю, как люди готовятся. Ну, вот. Канистры нет, ведра нет. Шланг приносит вот толщиной вот палец. А внутренняя дырочка, ну толщиной, я не знаю там. Он таким шлангом хотел сливать. Ну дал я ему шланг свой сейчас. Бедный замерз. Я вот сейчас чай нагреваю, может это порежу сейчас это сало тут. Покормлю его, чтобы он согрелся чуть-чуть. Пока он там сливает, сейчас позову его. Я тоже чай попил, человека кофе напоил. Сейчас пойду помогу, переоденусь. Он бегает бедненький с ведром. Сейчас без фонарика он там ничего не сможет сделать. Что ты ставил? Включаем. Да? Главное, завелся, блядь. Завелся? Ну, самое главное. Не завелся еще? Что, ты пробуешь, аккумулятор сел или что? Аккумулятор сел? Короче, капец, ребятки. Вот такая вот ситуация. Ладно, сейчас будем думать, что. Ну, не бросать же его. Если я уже взялся, что? Надо помочь человеку. Я сегодня летел, видели, 100. Мне надо было выбраться отсюда. Вы знаете, как оно бывает, да? Вот передо мной поехал Андрюха. Андрюха, кстати, привет, будешь смотреть. Попал в циклон. На лопрях завис там на 12 часов. Поэтому мы предполагаем, а Бог располагает, такое понятие есть, да? Так же и здесь, ребята. Я торопился. Может, я и специально торопился, чтобы этому человеку помочь. Все, ребят, некогда, надо одеваться, помочь ему. Здесь, сам клапан уже, блядь. Клапан? Вот эта бутылка. Что за клапан? Нет, бак, клапан есть. И чё? Внутри не пускает же. Почему? На второй бак? Не, один бак. Один бак всего? Так, а что это так не держится? Ты будешь наливать долго. Вот эта воронка что, не помогает она? Нет. Короткая? Так это вообще жесть. Руки не замерзнут? Замерзли, что делать? Да. Слушай, может это 1,5 литра надо? Подлиннее подойдет? 1,5 литра? Может. Блин. Ерунда, чуть-чуть мало осталось уже. Ты давай сколько залил сейчас уже? 20 литров залил, 30? А? Сколько залил? 23 ведро? Это третье или четвертое? Да. Просто там уже надо попробовать подкачать насос. Или давай, может, на веревку. И это... Заводить? Да, заводить веревку. А потом это другое место ставим пошире на дороге, когда заведешь. Там можно насос перекачать. Хорошо. Ну вот это надо долить или что, куда? Это ж, вот это, Ведро? куда девать это, да. Может я хочешь там бутылку поищу другую. Ведро можешь себе забрать, если хочешь. Так. Там надо насос подкачивать, ты не подкачивал? На машине? Ну это что? Под кабиной. Это не А где он у тебя? Рядом, сбоку, да? под кузов. Под кузовом? С этой стороны? Водитель. Со стороны водителя? Ага, с той стороны. Так, ладно. Здесь надо подкачивать, ребятки. Да, тут еще стоим, так опасно. Видите, все обмотано, все по-серьезному. Так, сейчас я перчатку тоже надену. Морозец на улице, ребята, за 30-очку сейчас давит. Тут уж, как говорится, надо хорошо зубами держал сейчас. Обмундировываться хорошо надо. Что? Обмундировываться, друзья мои. Подкачиваем. Вроде подкачивается. Вот вроде пошло. Может, мне кажется. Ну, чувствую, что возможно придется дергать машину, тянуть. Не оставлять же в беде бедолагу.
Я там подкачал уже. Давай попробуй ты. Попробуй, что нас будет, не будет. Если не будет, будем дергать. Там сцепление выжимай, не забывай. Прогрей свечи несколько раз. Сцепление выжми. А потом пробуй. Прогрей свечи еще несколько раз. Несколько раз, чтобы было. Почти, да? Немножко не хватает, аккумулятор подсел. Ладно, все, не мучай. Давай возьми ведро, убирай. Сейчас шланги соберем. Будем веревку цеплять, ехать. Да. Идем убирать шланги. Ребятки, вот я зашел в машину, да? А тут мир и спокойствие и благодать, да? А там человек мерзнет. Я вот вышел на улицу буквально, ну сколько там? 5 минут. Уже прохладненько. Так, у меня что там? У меня колодки теперь прихватило. Как по-другому? Колодки. Сейчас на телеге, наверное, тоже. Так, машин нету. Сейчас обгоню его. Возможно, мои колеса там сейчас юзом идут задние. Ничего не видно. У меня габаритов тоже нет, друзья мои. Буксир зацепили. Так. Он будет мне фарами моргать, если что. Пока тишина. Идем посмотрим, что там. Нихуя, скорость не включается. Почему? Так, ты включить должен с места сейчас. Вот. Сцепление нажал, Да. скорость включай любую. Ручник сняты. Да. Любую скорость надо включить. Ну, Включил? третий, да. Ну. А, сцепление у тебя. Сцепление буксует. Давай четвертую. Четвертый. Четвертую. Третью у тебя не получается. И ты отпускай так рывками сцепление. Пускай там не трогай рычаг. Воткнул, пускай будет. И отпускай. Раз, 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 четвертый. Я чуть-чуть побыстрее поеду, может оно получится. Понял? Хорошо. И свечи иногда прогревай. Все, сейчас. А то сцепление буксует у человека. У него еще сцепление добавок ко всему конченое. Сейчас будем пробовать еще раз. Сейчас смотрим. Наверное, опять буксует. Что сейчас? Тоже буксует? Да. Как она буксует? Ты отпускаешь, ты вот сейчас трогаемся, ты нажал, Да. а потом отпускаешь чуть-чуть. Да. Ну ты хоть чувствуешь хоть чуть-чуть какой-то движок? Есть, да. Давай пятую. Пятый. У тебя сколько передач? 6. Давай пятую. Хорошо. Вот 5. Пятую воткнул. И ты не то, что там заставляй буксовать ее. Если она буксует, ты не надо, ты опять нажми. Потому что она будет буксовать, она нагреется, потом вообще не заведешь. Ты так чуть-чуть, раз, 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 чувствуешь, что мотор. Влуп, 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 влуп. Ты сцеплением мотор вот так вот попробуй заводить. Надо. Нет, не завелся. Ну чё? Нихуя, ну чё? Вообще никак. Даже нисколько не проворачивает. Нет. А ты пробовал как раз вот когда сцепление отпускаешь, стартером чуть смыкнуть, чтобы помочь двигателю? Нихуя не помог, да. Ты пробовал? Не получилось. У тебя 12 вольт или 24? 24. 24? Ладно. Давай я тебя дотащу сейчас до верха. Там площадка, там посмотрим. Мы стоим на дороге, мешаем. Сейчас будем думать, что дальше делать. На улице, ребята, минус 28. Уже пока весь на суете, уже холод не чувствуется. Уже окно открытое. Капец. Короче, как-то надо парню помочь. Сцепление не работает. Аккумулятор сел. Сейчас машина замерзнет, хер заведешь. Проводов, наверное, у него тоже нет. Провода прикуривать есть? Нету?
Так, я так и думал. Попробую, знаешь, как я сделать? Если получится, сейчас тут тоже скользко. Вот сюда поверну сейчас. Вот так по большому кругу, вот так, вот так, вот так, вот так. Ты тоже вот так по большому кругу иди. Если мы там сбоку встанем, я могу даже рядом подъехать. Можно будет подкурить. Хорошо. А здесь мы тоже мешаем. Я попробую туда. Ты также по большому кругу иди. Сейчас машин не будет, я попробую потянуть тебя. Аварийку включи, фары выключи. Ребята, будете смеяться, у меня фара последняя потухла, ближний свет. Все. А нет, заработала. Все нормалек. Заработала. У человека проводов, конечно же, не было. Ладно. Сейчас будем искать свои. Я свои уже не помню где, но они были. Были, это факт. Вот. Это минус. Так, а где плюс? Вот это плюс. Значит, один сюда, второй вот сюда наденем. Так. Поправим. Мы сейчас заряжаем один аккумулятор, а потом другой. Заезжайте же. Сейчас заряжается. Давай, сейчас открывай. Окошко закрывай. Я уже еду, у меня уже не холодно. Уже руки уже не мерзнут уже. У меня все замерзло. Грейся. Сильно там не крути, потихоньку, плавно. А то оторвется ручка. Потихоньку-то. Ну, подожди, покури пока, потом закроешь. Блядь, заебал. Покуришь. Вот это теплый воздух. Вот здесь. Вот здесь теплый воздух. Сейчас. Да. Алло. Брошу эту машину. Соляр, все. Спление, соляра, все. Не знаю. Уже поздно переводить. Что будешь делать здесь? Машина уже не заводится никуда. Дизель вообще с пленом не едет ни вперед, ни назад. На улице, вот лесу стою. Пускай, блядь, манипулятор закажет, пускай забирает, или пускай какой-то службу вызывает, забирает машину. Джамалу, я ему сказал, Джамалу, давай нахуй, пускай решает, забирает или мастера вызывает, или как-то, блядь, я не буду стоять здесь до утра. Я уже замерз. Решать, до утра. Короче, человек уже все там в шоке. Шоковое, предшоковое состояние, ребят. Пойду веревку отцеплю сзади. Короче, это Беркакит, ребята. Поворот на Беркакит. Беркакит. Я не доехал до поста ГАИ немножко. Вот так вот. Ну а что делать? Ну представьте, вот я не знаю, ну кто-то другой бы должен же был пойти навстречу человеку. Ну я оказался на этом месте. Ну вот так вот. Взаимопомощь, взаимовыручка. У меня вот тут фаркопа не было, зацепил вот здесь. Ну хорошо, вроде ничего не погнулось, нормально. Отцепляю сейчас. Переставил на другой аккумулятор. Заряжаем второй. Короче, у мужика руки просто уже в этом, уже все, сейчас у него отходняк идет. Короче, ребят, это сцепление. Значит,
Человеку плохо, реально, скорую вызвал я. 112. Значит так. Это со сцепления я снимаю уже, потому что сцепление было зажато полностью. Вот. Вот так вплотную было до конца. Я сейчас уберу эту гайку, закручу, чтобы свободный ход появился, потому что оно вообще буксовало. Короче, вот так вот. Короче, ребят, скорую вызвали человеку. Не знаю, не едет пока. Сейчас покажу. Значит, вот сцепление тут. Вот оно. Короче, проблема, да? Сейчас я буду закручивать. Так, рядом, чтобы ставить. На улице, друзья, минус 32 примерно. Когда на суете, вы знаете, и мороз не ощущается. Я вам скажу. Свободный ход появился, ребята. Это радует. Я убрал гайку, которая стояла контрища. Вы поняли, да? Короче, которая контрит вот эту упорную. Сейчас без гайки появилось свободное место, ребята. Вот, я прикрутил, сейчас подтяну. Видите, свободный ход появился. До этого он был зажатый. Но сейчас без гайки свободный ход есть, ладно. Это радует, ребята. Все, собираем вещи. Здесь я все прикрутил. Надо будет сейчас этот на другой аккумулятор поставить. Зарядку. Потому что заряжаем по очереди один, потом другой. Вот сейчас вот ручкой держу, пальцы больно. Нельзя долго держать, офигевают пальцы. Мороз. Больно. Но терпимо. Сейчас поменяю аккумы местами. Так, снимаем минус. Так, снимаем плюс. Теперь минус у нас. Теперь дальний. Так, это минус. А плюс у нас будет вот этот. Минус-плюс так и есть. У меня другая, система. 12 вольт. По очереди заряжаем аккумы. Так, короче, здесь нормально. Сейчас пускай погоняется немножко, полчасика. Ну, может, меньше. Попробуем еще завести. Короче, ребятки. Давайте так. Тут все на суете. На суете. Теперь я вам показываю. Включаем свет. Включаем фары. Видите? Все работает. Машина тарахтит. Вот эта штука в воздухан. Примерно так. Не знаю, но гидрач надо было с самого начала показывать. В общем, машина завелась. Сейчас я надену ему аккумуляторные крышки. Не знаю, как он будет рулить. Он сейчас уже отошло. Отошло, уже не кричит. До этого кричал человек. Вот этот шланг, который хотел заливать солярку. Но смысл в чем? Вот ведро, которое я ему подарил. Он вот такой бутылочкой зачерпал и заливал в бак. Потому что бак глубоко находится, воронки нету. Понимаете? И никак ведром туда не залить. Это капец, ребят. У него руки просто... Я не знаю, что сказать. Это мужественный человек, честно говоря. Вот так ехать, без ничего, без проводов, без ничего. Ну все, машина работает. Это уже большой плюс. Все. Пол дела сделано, блядь. Да, ребят, на здоровье. Со здоровьем-то как? Вот сейчас пальцы отморозил. Че? Скорую вызвал 20 минут назад. Пока тишина. Гаишникам тоже сказали, что ну такая ситуация, может они помогут. Тоже тишина с их стороны. Ну ладно, не знаю. В наше время полчаса где-то мы в лесу на Беркаките. Это не должно решить прям сразу проблему. То, что мы позвонили там. Если в течение часа подъедут, хорошо. Ладно, ребятки, я пойду собирать инструменты. Машина у него работает. Все хорошо. Так, ребята, последнее. А нет, еще фильтр поставить. Фильтр еще.
Скорая приехала. Сейчас. У меня дверь открывается только отсюда. Давай слази, они там посмотрят, что, как. Пока никуда не едь, пока просто окажут тебе помощь какую-то там. А не вот стоит машина впереди. Я никуда не поеду, давай туда сходи. И сам не уезжай тоже, пока мне не скажешь, что дальше как. Все, вот тут помощь приехала. Все. Все, помощь приехала. Полчаса, ребята. Полчаса помощь. Смотрите, мы стоим где. Хрен знает где. Я даже не знаю, откуда они примчались. А тут со стороны, я не знаю, Тынды, что ли. В общем, вот так вот. Ладно, машина завелась. У меня, слава богу, пальцы нормально. Сейчас ему окажут помощь. Все. Ребята, вы откуда ехали? Откуда? С той стороны откуда? Мы мимо вас проехали. Я смотрю, машина пошла. Мы проехали, посмотрели, смотрю, там запчасти, все, а нам еще и диспетчер сказал, за постом. Я сказал, перекресток, Беркакит, трасса, Ну, федералка. это нормальное явление. Это если бы сейчас гаишники нас не проигнорили, они нас прям в нагло остановили, это что я из ряда вон выходящая. А вы уже уехали обратно? Куда? Мы до поста доехали. Ну понятно, И понятно. вот я ж тебе говорю, они остановили, они никогда нас в жизни же не трогают. А тут прям в нагло оба бегут. Говорят, сюда, да? Да. Ну ясно, ясно. Спасибо, ребят. Если бы не остановились, мы бы сейчас пиздякали. Мы же до Нагорного же обслуживали. Понял. Ладно, в общем, такая тема, ребят. Все, помощь скорая приехала. Ставим фильтры. Так, все, фильтр на месте. Так, это что у нас? Так, где-то тут. Это было внизу, где-то. Вот так вот. Сейчас, ребят, одной рукой не могу, неудобно. Так, все. Фильтр застегнут. Машина тарахтит. Ну, что еще сказать? Пойду свои вещи собирать. Закрываем капот. Итак, ребята, вот вам живой пример того, как не надо делать при поездке в Якутск. Короче, ребят, ситуация разрулилась следующим образом. Ладно, сейчас с этим еще поговорю человеком. Это вот, контактное лицо, кроме Хамиджана. Алло, Матлаб. Ага. Значит, давайте так. Я у гаишников оставлю свои контактные данные, ваши контактные данные, чтобы они знали, кто с кем, кого. Вот. Машину я оставлю заведенную там. На посту ГАИ пускай машина будет заведенная. Там еще четверть бака. Еще хватит, на сколько? На ночь хватит, наверное. Короче, мне не надо какой-то там благодарность. Я просто сейчас говорю как по факту. Я помог, чем мог. Значит, смотрите. Матлаб, все, я отгоняю пост ГАИ Беркакит. Какие вопросы? Вот этот телефон, звоните. Я постараюсь, все ответить. Скорая увезла, Хамиджана. Потому что он пальцы отморозил и говорят, чтобы руки не отрезали ему. Там будут делать дальше процедуры. Повезли его в Нерюнгри, в больницу. Нерюнгри тоже тут 20 километров. Ну все, давайте, если что, созвонимся. Я сейчас машину вашу отгоню. Все, на пост ГАИ. Все, документы от машины, он сказал, внутри. И свои документы он забрал. Все. Все, Матлаб, всего доброго. В общем, вы все слышали, ребят. Все, остается отогнать машину. И я не знаю, и поеду я. А что делать? Поеду. Сейчас я свою выровню, чтобы никому не мешало. И это. Ну и все, ребята, что тут уже. Итак, друзья мои, все. Я машинку свою ставлю пока здесь. Вот здесь она стоит, никому не... Ребятки, ну что, продолжение этой истории. У меня там батарейка села, здесь я поставил на прикурку. В общем, ребята, сейчас я в чужой машине, вот эта вот пятитошка или что-то, трехтошка, которая из Новосибирска. Я гоню машину на Беркакит, на пост. Я вон стоит, моргает, ребят. Все, поехали. Короче, ребят, не все так просто. Свободный ход у педали есть, я сейчас смотрел, залазил. Но машина не едет. Не едет, ребятки, не едет.
То есть у нее настолько она буксует, и она вообще не едет. Вот я на передаче сейчас, видите? Оно горит, сцепление там. Это просто капец. Конечно, у него кончилась и солярка, или все на свете. Он рассчитывал-то на одно. Да. Третью ставишь, буксует, не едет. Вот либо первая, либо вторая оптимальный вариант. Она хоть что-то делает. Хоть как-то передвигается. Но я боюсь, как бы там сцепление нахрен не загорелось. Это вот так человек ехал. Это капец. Конечно, кончилась солярка. Но он бы не вытянул на горку в Нерюнгри, ребят. Не вытянул бы. Я вот здесь-то не могу подняться почти по прямой. Нам вот здесь вот приподняться за мостом, а там по прямой может как-то получится. Потому что сейчас подъемчик идет. Ну что, ребят, всем известное место. Габаритное. А вот он мост габаритный. Вот и суть, к которому мне нужно было перегнать. На этот подъем я взобраться не могу. В общем, вот так вот. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Вон идет какая-то машинка. Добрый вечер. Довезет это поста ГАИ? Мне она не едет. Я хотел хоть по посту, может, кто поможет, чтобы дотащили. Вещами полная. А может, вы гаишникам скажете, что вот они знают по ситуации, человек, который руки отморозил. Скажи, вот под мостом, под негабаритным местом стоит его машина. Сцепления нету, да, не едет вообще даже на первый. То есть вообще я хотел до поста ГАИ догнать, у меня там Френч стоит, вон там на дугре. А я вот эту машину хотел перегнать. А человека... Чтобы вам помощь отправили, да? Да, человека с руками увезли в больницу. Все, вот это его машина. Скажите гаишникам, ладно, спасибо. Привет, братишка. Наконец веревку затащили до поста ГАИ. Сцепление сдохло. Я расскажу вкратце ситуацию. Ну вот, помогает человек. Видите, негабаритное место, так что аккуратнее, ребят. Мебелка вон проходит, еще остается сантиметров 30-40. Так, ребята, все. Вопрос разрешился. Так, забираю свои провода. Короче, ребята, это я опять с вами. Значит, чем дело разрешилось? Из Новосибирска дозвонились уже до Беркакита ребятам. Я поехал, погнал машину, вы видели, значит, на пост ГАИ, до поста ГАИ не доехал, до Беркакитовского, потому что сцепление умерло прямо под этими штуками. Короче, все, позвонил Матлаб, приехали люди, я их не знаю. Они говорят, все, мы забираем машину, нам позвонили, сказали, я-то их не знаю. В итоге я связываюсь с контактом, с Матлабом. Привет, Матлаб. Матлаб говорит, что все нормально, можешь и машину, ну, типа, в гараж туда гнать. Только после этого я сказал, хорошо, ребята, все, погнали. Ну, надеюсь, все разрешится хорошо, и что у парня, который вот с руками тоже, ну, надеюсь, все будет нормально, что помощь окажут как положено в больнице, что будет все хорошо. В общем, ребята, это жесть. Ну, вот так бывает. Не бросайте никого на дороге, ребят. Это, вы знаете, железо железом, а человеческие жизни и здоровье это так важно. Ладно, я поехал на Френче дальше. У меня предстоит дорога теперь нелегкая, потому что еще много ехать ночью с одной фарой. Сами понимаете. Ну что, в путь. На том примерно пока что все и закончилось.